Саламатсыңарбы, балдар? Азыр кыргыз тили сабагы болот. Сабакты баштайбыз. Начнем урок. Мен силерге жакшы маанай каалаймын. Саламатчылык, Исмаил. Я вам желаю хорошего настроения. Во время уроков, дети, не звоните мне. Саламатчылык, Асема. Еще раз повторяю, во время уроков мне не звоните. Если у вас будут вопросы, обращайтесь после урока. Напишите мне или позвоните. Все задания не надо писать в тетрадь. После урока у вас еще будет возможность посмотреть. Слушаю вас внимательно. После урока еще будет у вас возможность посмотреть урок. Вы тогда посмотрите. Если не успеваете записывать, запишите потом. Саламатчылык, Санжар. Түшүндүңөрбү? Түшүндүңөрбү, балдар мени? Жакшы, Айгүл. Анда сабагыбызды улантабыз. Жакшы, Асима. Сабакка даярдангыла. Приготовьтесь к уроку. Жакшы, Элеонора. Приготовьтесь к уроку. Жакшы, Галим. Азаматсың, Санжар. Жакшы. Бүгүн 16 сентябрь, шаршемби. Числону дептерге жазгыла. Запишите число в тетрадь. 16 сентябрь, шаршемби. Шаршемби – среда. Сегодня день недели, среда. Шаршемби. Он 16 сентябрь, шаршемби. Данаим, я твой вопрос не поняла. Показать слайд когда? После уроков? Могу. Он 16 сентябрь, шаршемби. Бүгүнкү тема «Биздин класс» деп аталат. Сегодняшняя наша новая тема называется «Наш класс». Биздин класс. Бүгүн сабакта. Сегодня на уроке. Что мы будем делать сегодня на уроке? Жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Будем учить новые слова. Ондон 30-га чейин санаганды үйрөнөбүз. Будем учить считать с 10 до 30. Канча жаштасың деген суроого туура жооп бергенди билебиз. Узнаем, как отвечать на вопрос «Сколько тебе лет?». Писать не надо. Писать не надо. Я сама скажу, где надо писать. Нуркыз, тогда после уроков напишешь. Пока только слушаем и повторяем. Обязательно повторяем. Жаңы сөздөр. Новые слова. Эти слова 3 раза повторяйте со мной. Үстөл. Үстөл. Үстөл – это стол. На киргизском языке стол переводится үстөл, но во многих нет, писать не надо. После уроков запишите в словарь. Но во многих учебных принадлежностях, даже в книжках, стол, где-то пишется стол, где-то үстөл, но в разговорной речи все употребляют слово стол. Если вы запишете в тетрадь стол,
это тоже будет считаться, то есть это не ошибка. Стол и столь, они вместе идут. Только чтобы вы знали, что стол переводится «üstөл», если вы где-то встретите это слово, чтобы могли понять. Oturguç, 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 стул. Sürüt, 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 sürüt. Сюрет – это картина, рисунок, фотография. И картину, и рисунок, и фотографию мы, нет, писать не надо сейчас, мы переводим сюрет. Дубал, дубал, дубал – стена. Илинип турат, илинип турат, илинип турат висит. После урока вы эти слова... Сейчас не надо, Максим, писать. После урока записать. Сейчас вы не успеете. Üstül. После уроков, Алим. Üstül – это стол. Чон üstül. Большой стол. Koz üstül. Писать не надо. Koz üstül. Красивый стол. Только повторяем. Не пишем, только повторяем. Чон üstül. Koz üstül. Большой стол. Красивый стол. Oturguç. Чон oturguç. Кичинекей oturguç. Чон oturguç. Кичинекей oturguç. Сүрөт. Бул сүрөт. Бул коз сүрөт. Сюрет – это фотография, картина, рисунок. Это все переводится сюрет. Дубал – стена. Дубалда – на стене. Дубалда сюрет или нептурат. На стене висит картина. Обязательно повторяйте словосочетание и предложение. Давайте, дети, сейчас мы с вами посчитаем. Мы с вами учили считать до 20. Менен кошу кайталагыла. А теперь мы с вами будем учиться считать, как считать до 30. Вместе со мной обязательно повторяйте. Писать не надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Обратите внимание, дети, что 11, 12, они пишутся раздельно. И слово джирма как пишется? Джирма. Многие дети делают на этом ошибки. Дальше считаем до 30. Джирма бир. Писать не надо. Джирма эки. Джирма üç. Джирма төрт. Джирма биш. Джирма алты. Джирма жети. Джирма сегиз. Джирма тогуз. 30. 30. 30 – это 30. И числительные отвечают на вопрос «Канча нече». Сколько? Канча – 4. Канча – 5. Канча – 19. Канча – 30 и так далее. Нет, писать не надо. Только когда у вас есть, будет время, повторяйте, учите до 30. Düşündüңөр бе, балдар?
Ең жақсы. Ең жақсы Айгүл. Есіңерге тұтқылап. Существительные, сочетающиеся с числительными, в кыргызском языке употребляются только в единственном числе. Мисалы. Например, 3 kitap, 4 bala, 2 muğalim, 5 окуучу. Писать не надо. 3 kitap, 4 bala, 2 muğalim, 5 окуучу. Видите, существительные здесь мы пишем в единственном числе, потому что числительное уже показывает, сколько там. 3 книги, 4 мальчика, 2 учителя, 5 учеников и так далее. Во множественном числе, например, китеп, мы написали бы китептер. Но это будет 3 китептер, это уже будет неправильно. 3 kitap. Числительное показывает. Не надо писать. Числительное показывает, сколько здесь книг. Вам так хочется писать? Темир, что это такое? Эки сүрөт. Эки сүрөт. Üç üstül. Кайталайбыз. Повторяйте. 3 üstül. 3 стола. У меня телефон садится. Санайбыз. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 oturguç. 12 oturguç. Санадыңарбы? Жақсы, балдар. Тура, Максим. 12, тура. Азыр, балдар. Тура, азаматыңдан айым. Тапшырмаларды атқарғыла. Теперь давайте попробуем выполнить задание. Тура, Асима. Дубалда қанша сүрөт илинип турат? Дубалда қанша сүрөт илинип турат? Не цифрой, а попробуйте писать буквами. Хорошо? Не цифрой. Жоқ, Айкүл, 8 емес. Тура, Алим. Тура, Нурдөлөт. Нуркыз, Тура. Амина, что это такое? Элеонора, Тура. Асима, Тура, жооп берди. Тура, Темир. Нуркыз, не дописала. Тура, Аиша. Акмарал, азаматсың. Тура, Санжар. Артемий, Джити, в конце буква И. Нуркыз, Тура. Тура, Садия, азаматсың. Данаим. Даниял, азамат, Джити, Тура, жооп берди. Артемий, что это такое? Айрат, мы все отвечаем на вопрос, а ты что делаешь? Алия, Тура. Бехан, азаматсың. Тура. Значит, ответ полностью, если звучит Дубалда жети сүрөт илинип турат. Еще раз повторяю, полный ответ. Дубалда жети сүрөт илинип турат. Это полный ответ. Класста қанша окуучу турат? Класста қанша окуучу отурат? Я хочу спросить, вам вопрос понятен? Если нет, я переведу. Тура, Исмаил. Класста Тура. Тура, Элеонора. Класста
Kancha, Тура Максим. Окучу, oturat. Класста kancha, окучу, Тура Даниил. Тура, Акмарал, Айбике, Санжар, Бикхан, Асема, Нуркыз, Тура жооп берип жатышат. Молодцы, дети. Класста 4 окуучу отурат. Давайте ответим теперь полностью на этот вопрос. Класста, обратите внимание, класста 4 окуучу отурат. Вместо вопроса канча сколько, мы туда пишем, вставляем слово 4. И у нас получается полный ответ. Класста 4 окуучу отурат. Класста 4 окуучу отурат. Сөз айкаштарын которгулам. Переведите словосочетание. Это упражнение найдете на 14 страничке. Это третье упражнение. Переведите на русский язык. Жиырма китеп. Жиырма китеп. Орус тилине которгула. Тура, Даниил. Тура. Можете сразу все ответы написать. Жиырма китеп. Писать не надо, Амир. Жиырма дептер. Тура, Аиша. Тура, Элеонора. Азалия сколько? Жиырма дептер. Тура. 17 өчүргүч. Жакшы. Тура, Нурайым. Тура, Асема. 17 өчүргүч. Алия, что это за ответ? 24 бор. Что такое бор? Тура. 24 бор. Лайсана, у тебя неправильный ответ. Тура, Делет. Айки китеп. Вы правильно перевели. Данаим, надо ответ написать. Жиырма дептер. Вы тоже правильно перевели. 17 өчүргүч. Правильно перевели всем. 24 бор. Тура, Алия. Вы тоже все правильно перевели. Жакшы, Элеонора. Кыргыз тилине которгула. Здесь у нас одна буква не написала. Переведите теперь на кыргызский язык. 13 ручек, 27 линеек, 29 учителей, 30 учеников. Это вы запишите в тетрадь. Запишите в тетрадь. 13 ручек. То есть на киргизском языке переведите на кыргызский язык и запишите в тетрадь. Тура, калемсап. Кыргыз тилине которгула. 13 ручек, 27 линеек. Да, писать, Нуркус, в тетрадь. 4 словосочетания, 13 ручек, 27 линеек, 29 учителей, 30 учеников переведете на кыргызский язык и запишите в тетрадь. Кто успеет, можно сейчас написать. Кто не успеет, без тире сразу пишите на киргизском языке. На русском языке в тетрадь писать не надо. Вы сразу пишите на киргизском языке. Амир, что ты не знаешь? Считать не знаешь? Если ты не умеешь, потом посмотри урок. Там у нас написано числа до 30. Это раз. Ручка, линейка, ученик, учитель. Это мы учили в прошлом году. Мы это учим уже, повторяем, 6-й урок. Значит, если ты еще не запомнил, надо записать это в словарь
и выучить учебные принадлежности. Тура и Элеонора. Только калемсап пишется раздельно. Элеонора правильно выполнила. Он üç kalem sap. 4 словосочетания запишите в тетрадь. Кто сейчас не успеет записать, они пишут после урока. Düşündüler mü? Желательно числа тоже написать буквами письменно. Санджар, твой ответ я не поняла. Так, это задание вам понятно? Düşündüler mü, балдар? Максим, что это такое? Так, Санджар, после уроков напишешь. Тура Азема, Эндяхша. Лейсана такой ответ не годится. Нураим Тура. В словарь это писать в тетрадь. Вот это упражнение, дети, мы пишем в тетрадь. Это упражнение пишем в тетрадь. Салия напишешь после уроков. Дальше продолжим. Тексты окугла. Тура Альбики. Прочитайте текст. Этот текст у вас на 15 страничке 6 книги. Я знаю, Ирки. Биздин класс. Наш класс. Биздин класста 15 parta, 200 stol, jana 32 oturguç var. Dubalda 22 süret ilinip durat. Klasta 16 bala, 14 kız okuydu. Класста 16 бала, 14 кыз окует. Вы должны просто прочитать этот текст. Правильно называем числа. Давайте научимся задавать вопрос. Сколько тебе лет? Азат, сен канча жаштасың? Азат, сколько тебе лет? Мен 8 жаштамын. Мне 8 лет. Акылай, сен канча жаштасың? Акылай, сколько тебе лет? Мен 7 жаштамын. Мне 7 лет. Это Акылай, это Азат. В тетрадь запишите. Сен канча жаштасың? Сколько тебе лет? Мен жаштамын. Вместо точек вы напишите, сколько вам лет. Не цифрами, а по письменному буквами. В тетрадь запишите и вопрос, и ответ. Каждый пишет, сколько ему лет. Сен канча жаштасың? Сколько тебе лет? Перевод не надо писать. Мен 7 или 8 или 9. Сколько вам лет? Жаштамын. Это запишите в тетрадь. После уроков. Вы сейчас не успеете. Азаматсыңар балдар, бүгін сабаққа жақсы қатыштыңар. Үйге тапшырма. Домашнее задание. 15 беттегі 6 күнгү. Тексты окугла. На страничке 15, 6 упражнение. Прочитаете текст. И напишите в тетрадь. В тетрадь перепишите текст. Только цифры, числа надо написать буквами. То, что мы читали на уроке. Еще раз повторяю. На 15 страничке 6 упражнение прочитаете, напишите в тетрадь. И эти предложения тоже напишите. Сен канча жаштасың? Мен жаштамын. Сколько вам лет? Напишите. Я знаю, Санджар. Не забудьте написать үй иши. Ушуну менен сабагыбыз аяктады.